Наша маленькая республика является родиной великих и выдающихся людей. Не менее значимые личности часто бывали у нас в гостях. Некоторым из этих людей были установлены памятники на территории Северной Осетии. Не похожие друг на друга, но впечатляющие и прекрасные. Редакция Осетия Ньюс подготовила свою версию лучших памятников историческим личностям нашей республики. Поехали! На пятом месте у нас памятник Дзаугу Бугулову, полулегендарной личности, о реальности которой споры ведутся и по сей день. Бронзовая скульптура основателя Владикавказа была установлена на площади Штыба в день города. Дзауг, стоящий на камне, держит в правой руке посох, а левой указывает на место, где якобы будет основан город. За 10 лет памятник стал одной из визитных карточек Владикавказа, очень гармонично стоящий на фоне импровизированной крепости. На четвертом месте памятник великому русскому писателю Михаилу Булгакову. Установленный всего 5 лет назад на пересечении проспекта Мира с улицей Маяковского, он сразу же пришелся жителям Владикавказа по душе. Еще бы, ведь создатель памятника Вячеслав Тавасиев посадил у ног писателя кота-бегемота, известного персонажа из «Мастера и Маргариты». За спиной у Михаила Афанасьевича развивается веер страниц, уносимых ветром. Во Владикавказе памятник Булгакову появился не просто так. Именно в столице нашей республики молодой врач сделал первые шаги в большую литературу. На третьем месте памятник человеку, который как минимум в Осетии не нуждается в представлении. Иса Плиев верхом на коне считается одной из главных достопримечательностей Владикавказа. Памятник дважды Герою Советского Союза был установлен в 1997 году. Скульпторы Тотьев и Ходов явно были под впечатлением от заслуг Плиева перед своей страной, поэтому немного перестарались в соблюдении пропорций. Лошадь под выдающимся генералом выглядит маловатой, однако это не отменяет общего впечатления создаваемого памятником. На втором месте памятник основоположнику остинской литературы, человеку, который внес огромный вклад в развитие и сохранение остинского языка – Коста Хитагурову. Речь идет именно о нормальном памятнике, расположенном перед Остинским театром, а не о скульптуре, искаженной авторским восприятием. В 1955 году правительство СССР подарило остинскому народу памятник Коста в знак подтверждения значения творчества Хитагурова для многонационального народа страны. Скульптор Сусламбек Тавасиев изобразил задумчиво стоящего писателя, который держит в руках свиток. Самое важное, что Хитагуров изображен именно таким, каким и хотят его видеть большинство людей. На первом месте нашего рейтинга стремительный памятник Петру Барбашову перед Гизелью. Молодой человек, которому было всего 23 года, закрыл своим телом амбразуры немецкого дзота в 1942 году. Отдав свою жизнь, он сохранил десятки жизней сослуживцев и сотни, которые были ими спасены. Петр родился в Новосибирской области, работал в колхозе, а после в библиотеке. Простой парень, библиотекарь, не раздумывая, отдал свою жизнь за спасение других. Барбашову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Памятник был открыт 9 мая в 1983 году. Петр изображен бегущим вперед с автоматом в одной руке и бесстрашным взглядом. На этом у нас все. В следующий раз выберем лучшие скульптуры Владикавказа. Пока!